Очередная статья Владимира Путина по поводу, условно так говоря, обобщенно одного народа, это очередное, простите за тавтологию, проявление определенных психологических комплексов российской власти в отношении Украины. Кроме традиционных советских штампов, которые мы прочитали в этой статье, ну, по типу Украины как окраины, или про колыбель для трех народов, или о том, что все европейские нации и государства современные, они всегда желали зла Украине, и только одна Россия, будь то она империя или будь то в советский период, она якобы холила, лелеяла и желала только счастья Украине. Но кроме этих штампов мы прочитали в этой статье и определенные комплексы, как я уже сказала, российской власти в отношении Украины. Ну и истории в том числе. Путин, например, очень боится произнести слово «Киевская Русь». Он почему-то говорит только «Древняя Русь», таким образом стремясь занизить, да, вот, первоочередность, что ли, Киева и самой Украины в Киевской Руси. Во-вторых, вот эта фраза о том, что Крым был передан Украине в 1954 году с грубыми нарушениями, тоже звучит странно, потому что тогда нужно говорить и о том, насколько законно или незаконно, с нарушениями или без нарушений были переданы и другие территории, например, Псковская область, которая была передана из состава Эстонской тогда республики и Латвийской республики. Да и вообще, в принципе, странно давать оценки советской власти, да, со стороны лидеров современной России, которые пришли к власти не в советское время, а как раз в постсоветской России. Также было очень странно мне прочитать эту цитату со ссылкой на Собчака о том, что республики из Советского Союза должны выходить и с тем территориальным багажом, с которым они зашли в Советский Союз. Но, во-первых, как бы ссылаться на человека, которого нет в живых, это очень удобно, потому что невозможно доказать подлинность этой цитаты. А во-вторых, даже если она и подлинная, то это какой-то очень непонятный подход. Никто в современном мире не выясняет отношения на основании того, что было, скажем, там 100 лет назад. Сложно себе представить, чтобы Франция и Германия сейчас начали обращаться к прошлому и говорить, что мы должны быть в том составе, в котором мы там были в предыдущие столетия. И потом Россия при развале Советского Союза подписала все необходимые договора и была согласна с тем территориальным, да, статусом, который был при развале Советского Союза. И сейчас пересматривать историю, это выглядит как нарушение слов самих российских лидеров и тех подписанных документов, которые они подписали. Также было, как всегда, традиционно странно услышать о том, что Россия никогда не будет антиукраиной. Во-первых, Россия уже давно является антиукраиной, она упорно это показывает. Она показывает, в частности, да, теми программами, которые изо дня в день идут на федеральных телеканалах и посвящены Украине. Там лепится абсолютный образ врага из Украины. Украина всегда ставится в негативный пример. Это и Майданы, это и там другие процессы. Сейчас эту линию уже занимает Беларусь. Я так понимаю, Лукашенко перехватил или ему навязали, да, эту пропагандистскую линию. И в этом смысле, если подытожить, то это выглядит как, вот знаете, мне это напомнило сразу книгу Жака Лакана, это семинары такие философско-психологические. Там у него есть раздел, называется «Господин и истерик». Когда вот истерик, да, он абсолютно живет жизнью другого субъекта, да, и все у него этому подчинено. И это очень странно, потому что складывается такое впечатление, что как будто есть большая, гигантская, с ядерным статусом Украина, и
наоборот какая-то маленькая Россия, которая в ежедневном режиме живет жизнью Украины, а не жизнью своего государства. И вообще, когда там Путин еще говорил о том, что он якобы делает все, чтобы остановить братоубийственную войну, и что подлинный суверенитет Украины возможен только с Россией, что это оказывается какая-то кучка там, да, нацистов или там русофобов, да, портит братские отношения, это тоже какая-то такая проблема с точки зрения психики и психологии российской власти, потому что большое по-настоящему и сильное государство, а особенно государство с ядерным статусом, как Россия, оно никогда не будет нападать и отбирать территории у государства, которое ресурсно слабее, которое меньше, которое не обладает ядерным статусом. И в этом смысле есть какая-то проблема, наверное, с уверенностью самой России и российской власти. Поэтому в целом ничего нового в этой статье нет. Вопрос возникает только, для чего такая статья. Она выглядит или как, возможно, просто какая-то из групп навязала, посчитала, я имею в виду в российской политике, посчитала, что такая статья вот сейчас необходима. Или Путин, да, таким образом пытается найти оправдание, потому что была статья и в Die Zeit, которая тоже там про один народ звучала. Возможно, Путин пытается таким образом, да, как-то оправдать свои действия как нарушителя международного права, но, повторюсь, выглядит это очень странно, потому что хотелось бы, чтобы Путин писал такие большие статьи про саму Россию, про современную Россию, про то, как живут субъекты федерации, а не про то, чтобы, а не об Украине, как будто, да, в голове у него только Украина. Поэтому, знаете, вот еще смешно, но это выглядит как в старом, да, вот фильме советском про электроника, о том же, где у него кнопка. Да, вот кнопка у российской власти — это, как видим, Украина.